Начал интересоваться исламом где-то в 2011 году, и в это время примерно принял ислам. Многие были друзья, которые тоже в это время приняли ислам, и меня тоже призывали. Начал слушать лекции радикальных проповедников, граждан РФ в основном это были, такие как Саид Бурятский, Ахмад Мединский, Надир Абу Халид и так далее. Также были зарубежные проповедники там, с Запада, с Европы, которые именно поддерживали вот эти темы. На самом деле, под влияние деструктивных религиозных течений может попасть каждый. Нам как бы промывали мозги там. Мы объясняли, что такое джихад, для чего мы туда приехали, что такое халифат и общий канон ислама. Только по их трактовке, по радикальному, по салафизму. Я пошел на гранатометчика. Наносил удары по домам, где наступали курдское ополчение. Может быть, человек не состоялся вообще в целом, да, как личность, и человек хочет проявить себя где-то еще в чем-то другом. Я осознаю то, что я делал страшные вещи. Это геополитическая война, да? Религия, как и человек, верующие люди выступают здесь просто инструментом. И знаю то, что педофилия была там, и то, что там наложниц покупали и между собой продавали, там вот, публичные дома были по-любому. Были наемники, то есть отправляясь туда, они отправлялись за деньгами. То есть не было веры. Мы боялись Казахстан возвращаться из-за большого срока. Нам другие иностранцы завидовали. Именно Казахстан своих граждан возвращает. Это такой факт, то, что пробуждает какой-то патриотизм. Наша основная задача – это осужденный, чтобы полностью отказался от радикальных идей. Нам удастся достучаться до их сердец, объяснить ошибочность, опасность их идеологии. После освобождения мы проводим реабилитацию. Сожалею еще потери времени. Просто, хотя это время можно было использовать, чему-то научиться или, там, не знаю, элементарно подняться на ноги. Там. Понял для себя то, что вот это салафизм, к чему бы она ни призывала, конечная цель к джихаду ее привести. Я осознал то, что этот поступок неправильный. Хотел попросить прощения казахстанского народа за тот поступок, который я сделал.